Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Строительство автомобильного моста через Лену в Якутии снимет статус затапливаемых территорий в селе Старая Табага и в селе Хаптагай. Оба села расположены на берегах реки, где планируются работы. По словам главы Якутии Айсена Николаева, в настоящее время зарезервирован 81 земельный участок в районе города Якутска и Мегино Кангаласского района. В ноябре прошлого года было принято предварительное решение прохождения подъездов к мостовому переходу вдоль берега, не задевая села Старая Табага. Такой вариант трассировки был принят, так как минимизирует количество подпадающих под строительство земельных участков и практически не меняет традиционный уклад жизни местных жителей. Арктический центр эпоса и искусств появится в Якутии. Его проектирование продлится до июля текущего года. Культурно-развлекательный кластер не будет иметь аналогов в России и в мире, так как его построят в условиях вечной мерзлоты. Объект представляет собой многофункциональный общественный социально-культурный комплекс. Его строительство позволит решить проблему размещения государственной филармонии, театра Олонхо, Саха-театра. Кроме того, планируется построить выставочные залы музеев, общественные пространства, залы для проведения саммитов и конгрессов. Дальневосточная ипотека под 2% годовых будет доступна для всех жителей сельских населенных пунктов Якутии, в особенности в арктической зоне, где сейчас не возводится новое жилье. Им будет доступно приобретение жилья на вторичном рынке. Все граждане, отвечающие требованиям программы, смогут воспользоваться данным ипотечным продуктом и приобрести жилье или построить индивидуальный жилой дом. Напомним, что в состав арктической зоны России входят 13 районов Якутии. Это Абыйский, Алаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский, Устьянский и Эвено-Бытантайский районы. В продолжение темы льготной ипотеки на сегодня в Якутии уже выдан 61 кредит на сумму более 233 миллионов рублей. Всего в банке поступило около 1000 заявок. Почти 500 заявок уже рассмотрены. Одобрение занимает определенное время, поэтому сумма одобренных кредитов продолжит расти. Отметим, что мониторинг реализации программы происходит в постоянном режиме. Участниками программы с начала февраля станут Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банкдом.РФ, официальный агент Республиканское ипотечное агентство и Дальневосточный банк. Заявки по программе льготной ипотеки также принимает и Алмаз-Эргиен-банк. В январе этого года он был включен в число 14 банков-участников данной программы и начал принимать заявки на выдачу льготной жилищной ипотеки молодым семьям и получателям дальневосточного гектара. Для своих зарплатных клиентов Алмаз-Эргиен-банк снизил процентную ставку по участию в дальневосточной ипотеке до ставки 1,7%. За прошлый год прирост активов банка оценочно составил 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Прирост капитала составил 14% и достиг исторического максимума по величине активов и капитала. Кроме того, Алмаз-Эргиен-банк получил чистую прибыль в размере 304 миллионов рублей при плане в 10 миллионов рублей. Что касается аварийного жилья, Якутия получит около 8 миллиардов 200 миллионов рублей федеральных средств до 2021 года на переселение граждан. В текущем году нужно расселить свыше 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Около 17 тысяч квадратных метров относятся к территории арктических районов. Всего в регионе до 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. Отметим, что это самый большой показатель в стране. Эльгинское месторождение может сменить собственника. Компания А-Проперти направила ходатайство об одобрении сделки по приобретению 100% у Мечела и Газпромбанка. Отметим, что Мечелу принадлежит 51% эльгинского актива, а Газпромбанку 49%. В январе этого года Мечел принял решение отказать от выкупа доли у Газпромбанка и продать собственные акции. Стоимость дочерних предприятий Мечела превышает 400 миллионов рублей. На этом мы завершаем обзор экономических новостей. До встречи в следующем эфире.